Когда-то я уехала из Беларуси из-за репрессий лишь за то, что я хотела свободы. Пошел вон! Ты, твой ОМОН! Пошел вон! Ты, твой ОМОН! Да, это для меня болезненная тема. Я очень скучаю по дочке, но... Тысячи политических заключенных. Самое малое, что мы можем, это писать им письма. Меня не устраивает данный президент. Он может развязать войну сейчас на территории Беларуси. И наши земляки будут там страдать. Наши земляки будут там умирать. Благодаря вам, белорусам, повестка о Беларуси постоянно на слуху. Для многих белорусов, я думаю, определяющим стала пандемия, когда люди все пошли на карантины, пытались как-то друг другу помочь. А глава государства на тот момент пренебрежительно, отвратительно и абсолютно бесчеловечно отзывался о том, что людям нужно лечиться трактором, умирают они просто потому, что они там пьют, курят. И вот этот цинизм, он стал таким отправной точкой для многих людей. Ну, а потом были выборы, и мы стали участвовать в таком велопробег, есть такой в Минске. Мы там познакомились с ребятами, со многими на велопробеге. Появилась такая группа людей, которая впоследствии постоянно взаимодействовала. Никто не питал иллюзий, что посчитают голоса правильно, потому что уже видели эту несправедливость, когда задержали Тихановского, потом Бабарика. Люди ж не глупые, они понимают, что происходит. Многие ждали протоколы. Ну, я, например, не ждала, я просто сразу поехала на Стеллу. Адным з прадпрыемстваў Гродзенскай вобласці, прадстаўнікі якога прынялі рашэнне аб правядзенні забастоўкі, з'яўляецца Гродно-Промбуд. Мастером маникюра я стала уже в Польше, когда приехала в Варшаву. Это был январь 2021 года. Хотя основная моя профессия – это штукатур-маляр, так как я 13 лет отработала на стройке. Руководство с моего предприятия позвонило и уточнило, была ли я на выборах, голосовала ли я. Правда, сразу оговорюсь, звонил главный инженер моего управления. Он сказал, что я не буду тебе командовать, за кого тебе голосовать, но на выборы ты обязана сходить, иначе с общежития ты вылетишь. Несмотря на то, что я в Гродно-Промстрое отработала 13 лет, я прекрасно понимала, что никто не посмотрит на мои заслуги и меня просто выкинут. Началась стихийная забастовка. У нас было решено, что нужно создавать свой стачечный комитет. Народ, разве мы быдло? Нет! Алик Исаакович, может, хватит нас давить? Я знаю, что сейчас вы рвете и мечете, потому что Александру Григорьевичу вы отчитались о том, что ваша организация работает. Но это не ваша организация. В большинстве своем в стачке принимали участие все-таки мужчины. Почему они решили выбрать меня председателем стачком Гродно-Промстроя? Ну, как бы это так и осталось загадкой. То чувство, что мне нужно будет уезжать из страны, появилось у меня где-то в октябре 2020 года. Но уехала я в конце ноября. И этому предшествовало задержание наше. На тот момент мы уже с ребятами там придумали новый флешмоб. У нас все такие протесты были творческие. Барабаны вообще случайно появились в моей жизни. После велопробега, когда началась осень, мы думали, как поддержать людей. Мы придумали такую платформу, и на ней изначально играли барабанщики, профессиональные музыканты. То есть такая стояла установка барабанная, там сидел человек, и мы его катали на этой платформе. Так как платформу очень тяжело вытащить, потому что везде все перекрыто, это нужно сделать таким образом, чтобы нас не задержали где-то еще на подходе вместе с ней. Как-то в один, я не помню, уже какой-то марш, так получилось, что мы с ребятами, которые музыканты, мы с ними разошлись. И не могли созвониться, не было интернета, мы не могли встретиться. Барабаны были у нас, а музыкантов не было. И мы решили играть сами. Потом мы подумали, что неплохо было бы самим немножко научиться, потому что играли мы плохо первый раз.
И музыканты не всегда могут. Мы решили сами научиться. И потом нас задержали всех на репетиции. Я получила штраф, вышла. Потом они пришли ко мне на работу, и я уехала после этого. Сразу хочется отметить, что среди нас профессиональных музыкантов нет вообще. Есть только я, окончивший исключительно музыкальную школу, то есть знаю азы, на этом все. Выступая на акциях, нам дают 3 минуты. Вот выступите, пожалуйста. И мы должны в эти 3 минуты вложиться, чтобы это звучало как произведение, и все. Ребята, вы не забывайте, что сейчас, наверное, поднялась волна по поводу референдума. Кстати, да. Нам нужно как-то тоже это озвучить. Позицию какую-то. Я думаю, что надо сделать темой референдум, потому что собирание подписей это обычно одно выступление и собирание параллельно акции подписей. А темой надо делать референдум, и как раз таки потому, что эта тема спорная, и тут могут быть разные спикеры с разным мнением, то на референдум реально можно устроить нормальные уличные дебаты, где мы для себя придем к какому-то мнению. Как я пришла в протестное движение в Варшаве, наверное, чисто случайно. По своей личной инициативе, когда у тебя очень много энергии, у тебя много идей. Был такой момент, когда нужно было менять вот этот вот актив. И на его замену пришла я, пришла Стася Глинник. И мы вот со Стасей начали вот этот вот движ сделать. И я начала думать, как людей можно сорганизовать, чтобы они не разбрелись по всей Варшаве, не потерялись, чтобы они и дальше оставались целостным народом, да. И пошло вот это вот движение. Привлекаем артистов, привлекаем спикеров, делаем какие-то интересные флешмобы, пишем какие-то интересные плакаты, завлекаем людей. Не для того, чтобы они просто пришли и покричали какие-то лозунги, чтобы они пришли, пообщались, чтобы они обсудили политическую ситуацию. Я случайным образом стала организаторкой первой крупной акции варшавской. Это было в июне 2020 года, 21 июня. Просто из-за комментариев на Фейсбуке, когда не было организовано акции какой-то из существующих в Варшаве организаций, и люди начали сами собираться, идти под посольство. И я знала, что в Польше нужно регистрировать акции, и что в ковид есть лимиты там, и так далее. Спорила в комментариях и по итогу зарегистрировала акцию на себя, и так это началось. Год назад, примерно в конце февраля, начале марта, наших друзей в Минске на акции ФНБ задержали менты. Ребята поехали на сутки, и мы решили прийти на воскресную акцию белорусов с баннером солидарности. Мы пришли и были немного удивлены тем, с какой теплотой нас приняли белорусы. После этого мы решили, что будем периодически приходить на воскресные акции и рассказывать о наших политических заключенных, о каких-то репрессиях в отношении наших товарищей и о каких-то серьезных событиях, которые нас очень сильно волнуют. И в какой-то момент мы с товарищем начали ходить на местные собрания, рассказывать о том, как мы, анархисты, принимаем решения. Ну, и мы поняли, что это то, чем мы можем поделиться с протестующими. И в какой-то момент мы стали соорганизаторами. Сейчас 3 единственных мужчины, организаторы воскресных акций, это анархисты. Я живу в Польше уже давно, но я выезжала во Францию, жила там несколько месяцев. Когда вернулась, я встретила Стасю Глинник и Молодёвый хаб, и тогда уже я вышла на эти акции. Бывшие организаторы решили, что они больше не будут организовывать акции, и что они отойдут от этого дела, и они передали бразды правления и организацию акции мне и еще нескольким людям. Меня репрессировали, я 4 раза сидела на ИВС, 1 раз меня упекли в психиатрическую больницу, и в конце концов на меня завели уголовное дело, и я должна была выехать и податься на убежище. 15 августа 2018 года я выезжала буквально за 2 часа до собственного суда. После того, как я получила политическое убежище здесь, в Польше, ко мне уже пришли из Интерпола. То есть меня подали в международный розыск. Я не помню, как я вошла в актив. Это все так плавно получается всегда. Ну, это просто ты разговариваешь с людьми, общаешься, а потом они на тебя кладут ответственность. То есть ты же не выбираешь сам, не приходишь, не говоришь: так, ребята, я ваш лидер, там,
Ну, то есть лидеры сами себя не выбирают никогда. Актив без меня образовался, а потом я уже как-то подключилась. Наверное, так было. Вопрос о том, нужно ли делать акции, нужно ли выходить, зачем это все, он возникает у каждого активиста в голове. Всегда. Если мы перестанем это делать вообще, вот все просто замолкнут и перестанут держать эту повестку, говорить об этом. Как вы думаете, европейскому правительству интересно интересоваться нашими проблемами? Это у них что, там в блокноте записано на повестке дня интересоваться проблемами белорусов? Нет. Это мы говорим о том, какие вопросы их должны интересовать. Если бы люди не выходили на акции, если бы люди не писали письма, не писали петиции, это все давно бы затухло. Оказавшись здесь, сначала я просто включилась в организацию акций. Потом, когда была информация про кредит от МВФ на $1 миллиард, мы проводили акцию под офисом здесь МВФ. Мы даже позвонили туда и сказали: так спуститесь, мы тут белорусы, мы протестуем. Передали наши слова, но у нас на тот момент не было никаких бумаг, вообще ничего. То есть что секретарь передаст тому директору вот этого регионального фонда? Получается ничего. После августа, это где-то 28-го была, появилась петиция на Change.org, и я решила ее поддержать. Эта петиция была адресована в различные министерства иностранных дел, и как вариант у нас здесь было это взять этот текст, просто перевести его на польский, собрать подписи. Что мы делали, это было, наверное, 9 или даже 10 воскресений, то есть каждое воскресенье мы про это говорили. И мы говорили и на польском немножко, чтобы и поляки подходили, подписывали. Они тоже оставляли и свои бумажные подписи, они подписывали электронный вариант. У нас в итоге получилось письмо на 45 листов, 650 подписей, и вот мы его недавно вручили. Ну, только неделя прошла, даже меньше. Нам нужно пока ждать. А вот тут есть дырочки. Нет, тут здесь дырочки, здесь все зашито. Его надо немножко развязать. Вот у нас есть палка, мы ее засунем туда вовнутрь, чтобы голова наша держалась. Мы создали когда-то все вместе чат акции белорусов Варшавы, где добавляем людей, которые хотят активно принимать участие в акциях. Иногда у людей рождаются такие мысли, как, например, сделать чучело Лукашенко и посадить его за решетку. Прогнать мысли куда-то в космос для исполнения самого заветного желания белорусов, да, чтобы Лукашенко наконец-таки ответил за свои деяния и сел в тюрьму, где ему место. Мы сегодня у молодежном хабе написали уже 30 писем політвязням, тому что учора и сегодня День солидарности с політвязнями. И я хотела бы, чтобы каждый день был день солидарности с політвязнями. Писать листы до політвязню – это самое малое, что мы можем сделать. Такая у нас есть инициатива. Мы пишем письма политическим заключенным. Эта инициатива не новая. Надо писать политическим заключенным постоянно. Это такая организованная инициатива, в которой мы на акциях раз в 2 недели приносим уже подписанные конверты в какое-то учреждение. Например, мы писали в Шклов, мы писали в Могилевскую тюрьму и писали в Гомельские, там 2 колонии. В первую очередь, когда приходит одновременно 50 писем на учреждение, люди, которые там работают, они видят это такой объем, они видят, что люди солидарны. Мы болеем за наших ребят, за девочек, которые там сидят. Мы за всех них очень переживаем. Это люди, герои Беларуси, которые сейчас просто страдают, и их нужно поддерживать, это очень важно. Датай стварэння быў марш першы ў Варшаве гэтым летам, першы, на якім я была. Гэта было тады, калі мы вырашылі ўтрох з дзяўчатамі агучыць марш, да? То есть, таму што мы регулярна ходзілі і ходзім на акцыі розныя, і чаго реально не хапае, так это спеваў. А людзі, нашы беларусы, я лічу, што такая музычная нацыя, якая хоча спяваць, ну, гэта было бачна па тым акцыям, калі былі спевы. Для музычнага руху мы выбіраем свой рэпертуар абмяркоўваючы. Напрыклад, на першапачаткова мы хацелі вывучыць, разучыць такія нашы годныя песні, як гімны ўжо, якія сталі для Беларусі, як «Пагоня», «Сцяг», «Ваяцкі марш». І далей мы ўжо абмяркоўвалі ў суполцы, хто што, якія песні кранаюць.
які ми хотіли би проспівати. Нехто приходить, там каже, наприклад, давайте проспіваємо пісню «Знака». Ось ми так проспівали, бо це відгукнулося у нас, що ми про свої пісні можемо як передати голос Максима Знака. Бо він не може казати, а ми тут можемо казати його голосом. Чучело выносим. Уже можно выносить? Да, это тоже берем. И сейчас стойку еще. Подожди, ну не все же сразу. Ну, тебе надо вынести все в коридор. Ты не можешь никому показывать свою настоящую натуру, свою слабость. Есть такая установка. Ты человек сильный, ты женщина сильная, ты один из лидеров, за которым идут люди, на которого смотрят люди. Порой меня переполняют эмоции. Даже вот эта вот акция, которая была посвящена всем погибшим, был момент, когда я плакала. Те, кто меня хорошо знают, они видели, что я плакала. Я плакала навзрыд. Но те, кто стоял вокруг, никто не увидел моих слез. Потому что у меня стоит такая установка. И не могу показать людям свою слабость. Потому что если вот эти вот лидеры, которые выпрыгнули, начнут показывать свою слабость, то что остается тем людям, которые постоянно прятались за нашими спинами? Меня не устраивает данный президент. Он может развязать войну сейчас на территории Беларуси. И наши земляки будут там страдать. Наши земляки будут там умирать. Анархисты участвовали в протестах вообще всю историю существования этого режима. Очень долгое время нас не замечали. И такую более-менее популярность анархистское движение начало приобретать в 2017 году во время тунеядских протестов. Но в 2020 году мы также были на улицах, анархисты были на баррикадах. Где мы бы ни были, мы всегда будем активны. И в местной диаспоре в Варшаве мы тоже оказались одной из наиболее активных групп. Ну, для нас важно организовываться с более широкой публикой людей и не зацепиться только на своем движении, потому что мы будем все вместе строить эту вольную Беларусь. Я вообще уроженец Грузии. Когда был маленьким ребенком, родители переехали в Беларусь. То есть я вырос в Беларуси, как бы полностью принял ее культуру. И, в принципе, считаю, что да, я борюсь за свободу, в том числе и белорусов. По предложению команды организаторов мы присоединились, в том числе к обеспечению безопасности. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что есть люди, которые себя не очень адекватно ведут. Это люди в подпитии, необходимо их как-то вежливо спровадить. И второй момент, есть люди, которые ведут себя достаточно противоречиво. Я бы назвал их действия, наверное, провокативными. И в том числе от таких лиц, к сожалению, нам тоже нужно обеспечивать безопасность на акциях. Да, это для меня болезненная тема. Я очень скучаю по дочке. Но, во-первых, она уже взрослая девочка, ей 14 лет. Я могу ее сюда забрать, например, но она не хочет, и я уважаю ее мнение. Как бы она хочет жить с отцом. Ей так проще на данный момент, ей проще пережить какие-то стрессы, ходить там, в старую школу. У меня с мамой достаточно близкие отношения, и ее благословление, да, что мне нужно уехать, повлияло на то, что я уехала. Она говорит, я скучаю по тебе точно так же, как ты по своей дочке скучаешь. Но она понимает, что так нужно было. Дом – это, ты знаешь, цветник в мамином огороде. Это лавочка у соседки. Это беседка, которую я построила своими руками. Гродненские улицы, брусчатка вот эта, да, по которой ты идешь, ломаешь свои любимые шпильки, да, это и есть дом. Это твои соседи, бабушки, которые постоянно бурчат и кричат, что ты проститутка. И ни одна страна в мире не сможет этого заменить, потому что ты выросла. Я бы хотела еще раз выразить вам всем благодарность за то, что вы приходите на акцию, за то, что благодаря вам, белорусам, повестка о Беларуси постоянно на слуху. Если бы вы не приходили на акции, если бы мы не говорили об этом, если бы мы не писали петиции, если бы мы не требовали, все давно бы о нас забыли.